Для участия в программе «Лидер» я пригласила Германа Маршан, секретаря Совета Священной Митрополии Абхазии. И время выбрано не просто так. Сейчас идет Великий пост. Я хотела поговорить с вами о том, какое значение имеет Великий пост, как его правильно надо соблюдать, но предупреждаю, и не только об этом я хотела бы с вами поговорить, но скобки раскроем чуть позже. Я так понимаю, что самые важные посты, христианские посты, это Рождественский пост, Великий пост, Петрова пост и Успенский. Чем Великий пост отличается от других? И почему он называется великим? Согласно очень древней традиции, которая идет практически с IV века, Пасха празднуется после весеннего равноденствия, сразу же после него, после новолуния, в первый воскресный день. То есть день празднования Пасхи очень легко вычислить и самостоятельно, если взять вот эти три условия. И, соответственно, Великий пост зависит от дня празднования Пасхи, он за 40 дней до самого праздника, за 40 дней и 1 неделю. Получается 46 дней. Вот. Самого Великого поста действительно 40 дней. Великим он в православном мире именуется, потому что Пасха — это самый главный праздник христианской церкви. Она связана с воскресением Господа нашего Иисуса Христа и с той самой главной надеждой, которая дана человечеству, о том, что смерть как таковое, как явление, побеждена, а вместе со смертью и грех. И поэтому пост ведь это подготовительное время перед самим праздником, и поэтому пост, который предваряет сам великий праздник, тоже получил наименование Великого. Поэтому все время поют тропарь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. И находящимся в гробах даровал жизнь вечную. Тогда у меня другой вопрос. Почему смерть зло, если именно смерть переносит нас в вечность? Да, это очень серьезный вопрос, очень глубокий вопрос по своему значению. Является, наверное, наиболее важным и первоочередным не только в рамках нашей христианской цивилизации, но и всего человечества. То, что смерть является очень важным значением, это неоспоримый факт для всех, но и прежде всего потому, что это очень страшное для человечества явление. Прекращение жизни — это ведь не просто прекращение биологической жизни. Да? Если это просто биология, мы бы относились к этому совершенно спокойно. Но у нас есть глубокие внутренние переживания, когда мы прощаемся с нашими родными и близкими, когда уходят, как мы говорим, скоропостижно, временно или безвременно, люди, которых мы знаем и даже которых мы не знаем. У каждого в душе появляется то, что за всю историю человечества получило наименование скорби. Человек скорбит. Иногда это все зависит от памяти, глубины переживаний, иногда это несколько дней, иногда это несколько лет, иногда это вся жизнь человека, и скорбь не отпускает человека. И не сегодня, а уже давно человечество задалось вопросом, а почему? Почему человек никак не может смириться с уходом из этого мира? Ведь смерть сопровождает человека на протяжении всей истории. Мы не знаем такого периода, чтобы человек не умирал. Так почему же человек никак не может примириться с этим явлением? И не мог примириться в древности, и не может примириться сегодня. И если мы посмотрим на то, какое влияние оказывает смерть на жизнь как отдельного человека, так и общества, так и целой цивилизации, то мы увидим, что она фактически руководит всем этим процессом. Человек понимает, что он конечен, и поэтому периоды его жизни тоже разделены на определенные этапы, и человек пытается успеть во все свои этапы, собственно, короткой чаще всего жизни, от которой царь Давид в свое время говорил, что такое дней жизни человека 70, а если в силах 80 лет, и в них труд и болезнь, и потом конец. И если мы обратим внимание на существование древних цивилизаций, там, египетских, шумерских, вавилонских, то там тоже, посмотрите, вся жизнь целых цивилизаций была заточена на то, что они пытались преодолеть
то, что называлось страхом смерти. Ну, посмотрите, что такие все эти пирамиды, что такое все эти культовые сооружения, которые дошли до наших дней. Они являют собой попытку пробиться на территорию вечности, неутомимую попытку человеческой души преодолеть смерть, выйти за рамки. Человек внутри себя, внутри своей души, внутри своего сознания не может смириться с фактом существования смерти. Он может смириться с чем угодно, но только не с фактом существования смерти. И развитие медицины, и деятельность социальная, и деятельность культурная обусловлены вот этим фактом, попыткой преодолеть смерть. И этим, знаете, грешат не только религиозные общества, но и даже, на удивление, атеистические. Потому что первые на территории нашей земли атеистические государства, которые в качестве своей идеологии провозглашали атеизм, первыми начали консервировать трупы своих вождей. Это вот эти знаменитые мавзолеи, которые, где они расположены, они же не на территории христианских государств, они на территории как раз государств, которые провозглашали атеизм, отсутствие веры в Бога. Но человек может верить и не верить в Бога, но жить вечно он хочет всегда. И тот вопрос, который вы задаете, он сложен именно потому, что ответить на него просто и однозначно очень сложно. Каждый человек в течение своей жизни ищет ответ на этот вопрос. Но христиане ответы на этот вопрос имеют. Для нас смерть является этапом в жизни человека, но не завершающим. Это не конец. Потому что, в отличие от атеистического или богоборческого мировоззрения, мы, христиане, обладаем тем, что называется божественным откровением, которое говорит о существовании периода, когда смерть не царствовала над человеком, и когда у человека вся его жизнь и жизнь его семьи, общества и государства не испытывали давления страха смерти. Потому что страх смерти сегодня является двигателем цивилизации. Посмотрите то, как мы живем. Все, что мы делаем, обусловлено тем, что мы боимся смерти. Вот человеку не удалось преодолеть смерть. Несмотря на то, что он постоянно пытается, и, поверьте мне, будет пытаться, потому что двигатель прогресса направлен только на одно – преодоление смерти. Какое бы это развитие ни было в медицине, в кибернетике, где бы это ни происходило, главный вопрос будет только один – человеческое бессмертие, преодоление смерти и болезни. Христиане, да, они знают, что ответ на этот вопрос не может дать человек, сколько бы он ни пытался, а ответ на этот вопрос дается самим Творцом. Отцы церкви говорят о том, что каждая клеточка человеческого организма несет память о том блаженстве, которое она испытывала в раю. Но вопрос весь заключается в том, как человек хочет, вот это пресловутое возвращение утерянного рая, да, комедия Мильтона так называлась, как человек хочет вернуть это блаженство при помощи наркомании, блуда, пьянства, то есть пуститься во все тяжкие, и ты вернешься в рай? Ну, конечно, это абсурдно, да, вот мы понимаем. А почему это абсурдно? Потому что испытывать вот это арабское слово «кейф», да, как мы говорим, «кайф» и так далее, да, вот испытывать это состояние наслаждения, это заложено в самом основании человеческой природы. И возникает очень глубокий нравственный вопрос, а как ты к этому наслаждению стремишься, благодаря чему ты его воплощаешь? Разве само по себе наслаждение греховно? Само по себе нет, но, наверное, пути здесь имеется в виду. Да, совершенно верно. Вопрос веры – это вопрос морали? Вы знаете, вот сколько человечества существует, столько пытается ответить на этот вопрос. В европейской цивилизации Иммануилу Канту принадлежат труды, где он говорит об автономии человеческой морали. Но для христиан вполне понятно и очевидно, что никакой внутренней автономной морали у человека по существу быть не может. Полагаться на человеческую мораль столь же безрассудно, сколь полагаться, я не знаю, на дуновение ветра в море. Почему? Когда Иммануил Кант, будучи, вот, проживая в Кёнигсберге, да, это вот Восточная Пруссия, кажется, говорил о том, что он не видел ничего прекраснее
автономной вот этой морали внутри человеческой души и звездного неба над головой, ну, какой это был век, да? И прошло чуть более 100 лет, и на этой самой территории Восточной Пруссии этот же самый народ, которому принадлежал Иммануил Кант, было построено несколько десятков концентрационных лагерей, через которые были пропущены представители разных народов. Я имею в виду вот то, что связано со Второй мировой войной. И до сих пор человечество ужасается, как можно было упасть на такие глубины. Как такой народ, у которого такая замечательная история, культура, да, народ, который строил, народ, который писал стихи, народ, который был народом изобретательным и так далее, вдруг опустился до концентрационных лагерей. А это вот как раз ответ на этот вопрос. Вы говорите, мораль не удержит. Сама по себе нет. А религия удержит? Человеческое сердце, оно вообще удивительно по своей природе. С одной стороны, на скрижалях или на страницах нашего сердца записаны законы морали и совести. Они записаны. То есть внутри человека есть представление о правильном и неправильном поступке, поведении и мысли. Есть. Это связано со словом «совесть»? Да, безусловно. Иначе многие религиозные деятели называют это голосом Творца внутри человека, голосом ангела внутри человека, голосом высших сил внутри человека, голосом неба внутри человека, в конце концов. Это, безусловно, совесть. Но покажите мне людей, которые безупречно живут по совести. Полагаться на то, что народ будет жить по совести, полагаться на то, что цивилизация будет существовать по совести или государство будет жить по совести, нам не приходится, потому что мы на себя полагаться не можем. Сколько у нас сегодня в Абхазии храмов, где проводятся богослужения, где, может быть, ведутся ремонтно-строительные работы? Некоторые храмы просто закрыты, и невозможно там проводить богослужения. Да, у нас такая проблема есть, и, знаете, она связана с тем, что вот эти 90-е годы, когда коммунистическая идеология уже рухнула, и на всем постсоветском пространстве началось строительство, такой ренессанс, строительство храмов, восстановление христианских памятников, Абхазия в этот период проходила период Отечественной войны 92-93 года, а затем большой период блокады. И просто физически народ, поставленный вот на грань выживания, заниматься восстановлением христианских памятников не мог. Поэтому у нас этот период начался чуть позже, чем во всех других храмах, наверное, даже после миллениума, вот в нулевые годы, когда более-менее экономическая ситуация стала благоприятствовать этому, и поэтому сегодня у нас, наверное, не более 2 десятков храмов, хотя у нас более 150 памятников христианской культуры на территории Абхазии. Это как раз-таки храмы и монастыри. Вот, они в разной степени сохранности, от фундаментов до целых, достаточно сохраненных, даже с фресками. Вот. Но это не более, наверное, 2 десятков. А священники, служители церкви, которые могут проводить богослужения, они есть? Ну вот это все упирается вот в эту проблему, так называемую уже пресловутую проблему канонического восстановления церкви в Абхазии. Священники, к сожалению, нет возможности рукополагать священников в Абхазии. И поэтому, из-за отсутствия епископа, и поэтому священники вынуждены как путь подготовки проходить за пределами Абхазии, так и само рукоположение за пределами Абхазии. Их очень небольшое количество. Из того небольшого количества, о котором мы говорим, знающих и могущих вести богослужение на хотя бы 2 языках, да, у нас все-таки билингвистическое это общество, говорящее на абхазском, русском и так далее языках, еще меньше. Можно по пальцам одной руки посчитать тех священнослужителей, которые могут служить на абхазском языке. К сожалению, это очень небольшое количество. Язык, на котором проводят богослужение, старославянский язык. Я просто приведу свой личный пример, свой личный опыт.
Моя свекровь, она тянется к Богу, она в ранней молодости она пережила очень много горя, потеряла своих детей, и необходимо бывать в церкви, и необходима эта молитва. Я сама вижу, как она после церкви успокаивается, и какое-то спокойствие в душе у нее появляется. Но в то же время ей очень сложно читать молитву не то что на старославянском, даже на русском, а ведь надо же понимать слова молитвы, чтобы их прочувствовать. И тем не менее она каждое утро, каждый вечер читает эту молитву. Я уверена, что эффект, если так можно вообще выразиться, был бы еще с большей, удвоенной, утроенной силой. Даже я, когда читаю на абхазском языке те молитвы, которые у нас переведены, поэтому это слово, когда звучит на абхазском, это наше родное. А многие люди, которые знакомятся со Священным Писанием на абхазском языке, потом говорят мне, что оно написано абхазцами, настолько близко оно ложится на их представление. Да, это на самом деле очень вопрос серьезный. Апостол Петр и другие апостолы вышли на проповедь. В Иерусалиме праздновался День Пятидесятницы, когда туда съехалось большое количество евреев из разных частей Римской империи. И что значит люди, которые проживают не у себя на родине, да, а в разных частях империи? Это означает, что культурную какую-то религиозную связь со своим центром они поддерживают, но зачастую бывает, что язык теряют, не могут сохранить свой родной язык. И среди собравшихся было много иудеев, большинство иудеев, безусловно. Были так называемые прозелиты, то есть язычники, представители разных других народов. Их всех объединяла вера в единого Бога, храм которого находился в Иерусалиме. И апостолы после сошествия Святого Духа обратились к ним на их родных языках тех местностей, откуда они приехали. И каждый из них, представители, то есть уроженцы, скажем так, да, разных частей Римской империи, Пафлагонии, Эллады, там, кто-то был из Испании, кто-то из Италии, кто-то из разных частей, услышал проповедь о Христе на своем родном языке. Вот этот праздник, это самое важное, почитается как день рождения Церкви. Церковь для спасения человека, для возвращения его как блудного сына к Отцу не требует, не отказывается от своих культурных, социальных, какие-то экономические требования не высказывает, да, и более того обращается к каждой душе на ее родном языке. То есть Церковь не только не ставит какие-то требования, она еще идет и на родном языке, приноравливаясь к культуре, к пониманию, к быту каждого человека, несет ему благую весть на доступном ему языке. Вопрос коммуникации – самый главный вопрос внутри церкви. Почему христианство универсально? Потому что христианство принесло слово о Творце на родных языках. Симон Канонит в Абхазии, Андрей Первозванный в Абхазии, Андрей Первозванный в Скифии, Петр на территории Рима, Павел на территории всей Римской империи, но на их родных языках. На родных языках тех людей, народов, которые живут, да, в разной местности. Симон Канонит с местными жителями говорил на их родном языке. Праздник, день рождения Церкви, называется День сошествия Святого Духа, Пятидесятница, когда каждый из народов Римской империи услышал от каждого из апостолов проповедь на своем родном языке. И они были настолько удивлены, потому что это все были жители одной области, Галилеи, которые не говорили на разных языках и даже представления не имели о том, что существуют там какие-то окраины Римской империи, и тем не менее заговорили. Это для нас очень важно, потому что в дальнейшем, когда уже постоянные церковные институты там или в тех или иных местах были созданы, они вели богослужение только на том языке, который понимало местное население. Герман, церковь определяется по национальному признаку или по территориальному? О, да, это вопрос, камень преткновения
Да? Мы только что говорили о том, что представители разных местностей Римской империи услышали проповедь на своем родном языке. И, соответственно, когда апостолы пошли проповедовать по Римской империи, они в каждой общине, в том или ином городе основывали общины церковные и рукополагали там епископов. И когда это происходило, они ведь рукополагали епископов не по национальному признаку. Если бы апостолы придерживались теории доминанты какого-то народа внутри христианской церкви, все епископы были бы евреями. Если бы, предположим, после первого поколения, когда ушли из этого мира апостолы, греческий, греко-римский мир, продолжая эту традицию, не придерживался бы этих принципов, то, соответственно, все епископы должны были быть кем? Греками или римлянами. Но мы что видим? Мы уже во II и III веках видим национальную церковь в Египте. В каком смысле национальную? То есть вот в Египте проживают копты, а центральный город Александрия, грекоговорящие. Ну что ж, тогда, согласно этой теории, все епископы должны были быть греками. Отнюдь, отнюдь. Сегодня в Египте проживает такой народ, который носит наименование копты. Это автохтонное племя Египта, это потомки строителей пирамид, это не арабы пришлые, и они все христиане. То есть христианство по своей сути в момент своего зарождения было универсальной религией, которая не несло, не изменяла культуру просвещенных ею народов, не вмешивалась в их нравы, устои, быт отнюдь. Ставился самый главный вопрос – взаимоотношения Бога и человека. А все остальное, быт, культура и прочее, они видоизменялись уже под воздействием христианской нравственности, которую воспринимал тот или иной народ. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, местность. Самое главное – это местность. Вообще в нас нет национализма, хотя мы сами все время страдали от национализма других. И страдали не только в политике, кстати, получается, и в православии тоже. В каком плане? Я попробую сейчас объяснить свою мысль, которую я хочу донести. Хотя политика и религия очень тесно, получается, переплетены, нашу независимость признала Российская Федерация. В то же время, что касается канонического устройства Абхазии, то наш статус до сих пор не определен. Это вот такой тяжелый, многолетний труд, ведь на самом деле абхазы автокефалию стали требовать не вчера. Почему такой долгий путь и почему так сложно решить этот вопрос? Все-таки этот вопрос канонический или политический? Я бы обратил внимание на высказывание абхазского священнослужителя, архимандрита Дорофея Атбара, который в одном из своих трудов пишет, что автокефалия для нас не является самоцелью, но она является тем необходимым средством для того, чтобы наш народ мог спокойно, безболезненно приобщиться к христианским ценностям. И мне кажется, вот это является самым важным, потому что если мы с вами смешаем эти понятия с политическими амбициями, то да, мы с вами ударимся очень далеко, и это не будет, от христианства ничего не останется. Автокефалия — это возможность существования той или иной христианской общине. Что такое автокефалия? Собственная голова. То есть на той или той местности я живу, автокефалус, благодаря своей голове. Ну, а на чего ж там говорить? Вы живете в семье, да, вы же своей головой пользуетесь, вы же не пользуетесь чужой. Вопросы автокефалии были подняты даже не в 17 году. Их Леон, царь, поднял. Леон II, который посылает свою делегацию в Антиохию, на тот момент уже занятую арабами, посылает к антиохийскому патриарху с дарами целую делегацию. Это государственное деяние, это не то, что там собрались какие-то общественные деятели или еще кто-то. Все решалось на уровне государства. И царь, возглавляя то государственное устройство, это уже царство, да, к этому времени Абхазское царство, которое требовало независимую от Константинополя, от Римской империи церковную структуру. Ну, почему это необходимо?
Потому что, естественно, что Константинополь использовал церковную структуру, как вы правильно говорите, для чего? Для решения каких-то политических вопросов. Вот чтобы пресечь данное негативное влияние на свое государство, царь обращается к антиохийскому патриарху для получения автокефалии. И получает ее, несмотря на то, что по дороге нашу делегацию ограбили, большую часть убили. Тех, кто дошел, один из них был рукоположен католикосу, другой епископ. С этого начинается автокефальная церковь Абхазии с католикоса Иоанна. Да? Это первое тысячелетие, конец первого тысячелетия. И вы совершенно правильно отметили, что и в 17 году, когда только вот первоочередные вопросы какие были, воссоздание, да, абхазской государственности, следующим за ним вопрос был воссоздание автокефальной православной церкви в Абхазии. И такие деятели, известные у нас политические деятели, культурные деятели, общественные деятели, как Симон Басария, Самсон Чанба, Василий Агарба, да, и многие другие, они ставят эту задачу и проводят церковное народное собрание в Абхазии. Это не мы положили основание церковным народным собраниям, они в Абхазии существовали, они обращаются к кому? Они обращаются к вновь воссозданному грузинскому католикосату, они обращаются к, можно сказать, проходящему тоже период своего становления Российской Православной Церкви, потому что на соборе 17-18 года воссоздавалось патриаршество в России, которое тоже на 300 лет было уничтожено. И вот в последующем постсоветском пространстве, а на тот период территории Российской империи, куда входило и Абхазское княжество, везде шли эти процессы. Повсеместно мы не были какими-то, знаете, каким-то уникумом. Единственная проблема, которая была у нас не было абхазов-епископов. У нас было духовенство. Поэтому мы вынуждены были обратиться к нашим соседям для того, чтобы решить этот вопрос, чтобы они помогли нам решить этот вопрос. И он не был решен в силу того, что произошло в 17 и 18 годах. Это революция. Все религиозные организации, какие бы они ни были, попали под вот этот каток, кровавый каток. Ну что у нас произошло в 90-е годы? Очень поздно, в 1990 году. Это близко, да, совершенно к нашему времени, грузинская православная церковь получает Томас об автокефалии. В 1990 году. Его копия висела в управлении церковным здесь, в Сухуме, в кафедральном соборе, поскольку митрополит Сухумский и Абхазский Давид Чкадуа, он вместе с грузинской делегацией был в Константинополе, когда патриарх Димитриус выписывал этот документ грузинской православной церкви. Но в этот период мы были автономией и входили в состав ГССР. Поэтому, когда мы сегодня в 2012 году, в 2012 встретились с патриархом Варфоломеем, он задает вопрос, а где вы были раньше? Ну, что нам ответить на это? Раньше это вот такие исторические перипетии, мы не могли поставить этот вопрос. То же самое в 1943 году. Всегда кажется на каждой эпохе, вот нам Конечно. чуть-чуть. В 1943 году, когда Русская Православная Церковь восстановила каноническое общение с Грузинской Православной Церковью, мы тоже были в составе ГССР. То есть ни Русская Православная Церковь в 1943-м, ни Константинопольский патриархат в 90-м не могли это сделать в силу того, что мы не ставили этот вопрос перед ними, а мы не ставили, потому что у нас не было своего государства в этот период. Сегодня, когда государство есть, вполне законно поставить вопрос, вполне законно. Российское государство, восстанавливая государственность Абхазии, решило много вопросов, достаточно много вопросов. И начиная от той исторической вины, которая связана с махаджирством, и заканчивая утверждением, становлением и помощью в развитии сегодняшнего, да, нового поколения, которое живет в новой Абхазии в новейшее время. А вот что касается церковной, то церковный институт оказался заложником. Увы. И я очень хорошо помню высказывание Алексея Ильича Осипова, профессора Московской духовной академии, которому тоже был задан этот вопрос, и который ответил, что право решения своей церковной судьбы принадлежит исключительно абхазским общинам. Они сами решают, когда, где, в какую церковную структуру им входить. И никто не может это право у них забрать.
на удивление, это был когда это 2008-2009 года, да, он повторил, на самом деле ничего нового он не сказал, он повторил слова патриарха святителя Тихона Белавина, который в 1917-18 году то же самое ответил делегату из Абхазии, протоиерею Голубцову, о том, что сами абхазские общины должны решить, где они хотят, в какой юрисдикции хотят находиться и так далее. То есть наиболее прогрессивные, да, не стянутые вот этими вот политической порукой, там, круговой или прочее, люди, а святитель Тихон Белавин — это святой православной церкви, это в 17-18 годах, да, а Алексей Ильич Осипов — это человек, который пользуется безупречным авторитетом сегодня в православной церкви. Эти люди говорят в духе именно церковном, то есть они с духовных позиций подходят. Есть народ, и ничто не должно препятствовать на пути между единением этого народа и Бога. Кто может встать на этом пути? Это никто не может стать. А в то же время церковные организации, вот они такие, знаете, очень тяжело им менять вот свои взгляды, и тут сказывается то, что мы называем круговой порукой, а точнее является шантажом вот, во взаимоотношениях между грузинским патриархатом и Русской Православной Церковью. И вот мы являемся заложниками этой ситуации на сегодняшний момент. В начале нашего интервью просили, чтобы мы не углублялись в этот спорный вопрос, учитывая, что сейчас Великий пост. И тем не менее мы не смогли обойти канонический статус Абхазской церкви, потому что это непосредственно связано с абхазскими христианами. Отсутствие епископа как сказывается на простом христианине? Или что в его жизни изменится, когда у нас будет своя автокефалия, я надеюсь, будет? Вы знаете, я думаю, что это еще и при нашей жизни будет, да, потому что мы с вами-то, Анна, христиане православные, и очень редко бывает, конечно, что церковь начинается с епископата, вот, но самое главное — это люди, которые исповедуют веру. И вот на пути этого исповедания, я думаю, не может стоять никакая проблема, ни национальная, ни государственная, ни финансовая, ни экономическая, никакая. Я думаю, что мы с вами увидим и каноническое обустройство церковной жизни в Абхазии, и епископа Абхазии с вами увидим. Я думаю, что это не будет какой-то серьезной и долгоперспективной проблемой. Епископ рукополагается на 12 человек. Вот если в том или ином городе, неважно, это будет там Византия, или это Пергам, или это Рим, или это еще какой-то город, есть 12 верующих, то вот на эту небольшую группу рукополагается епископ. Епископ рукополагает священников, епископ рукополагает диаконов, епископ надзирает за социальным служением церкви, потому что хоронить бездомных, смотреть за тяжелобольными и прочее, да, разносить причастие людям, которые не смогли по каким-то обстоятельствам прийти в воскресенье на службу и прочее. Этим занимался, как раз-таки надзирал за этим епископ. 12 человек — это минимум достаточно для того, чтобы община называлась епархией. 12 человек, понимаете, это не народ, это там не нужно собирать сенат, парламент или еще что-то, достаточно 12 человек. И поэтому сегодня я почему говорю, что мы являемся заложниками ситуации? Нам начинают рассказывать о том, что мы должны быть достойны этого. Вы знаете, это А что значит достойные? Это в корне неверная постановка вопроса. Община должна существовать вместе с епископом. Община христианская не может существовать. То есть, вы понимаете, требовать, чтобы мы достигали каких-то высот христианской духовной жизни, не имея возможности, когда у тебя умирает диакон, рукоположить нового, умирает священник, рукоположить нового. У нас что, в Абхазии нет этих проблем? Вот у нас в Лыхнах в течение более чем 40 лет был священнослужитель отец Петр Самсонов. Почему сегодня жители Лыхны на своем родном языке не слышат богослужения? Они что, духовно не созрели до этого? То есть мы будем требовать от жителей этого села, совершенно абхазского, да, будем требовать, чтобы они достигали каких-то духовных высот,
нравственных высот, и потом им в награду будет прислан епископ. Вот так ставится вопрос. Ну, это абсурд. И все-таки в завершении нашей передачи я хотела бы вернуться к тому, с чего мы начали. Великий пост. Православные христиане, они знают, как соблюдать пост, они ходят в церковь, причащаются, они информированы. А вот что вы можете сказать тем, кто крестится, принимает крещение, принимает христианство, но не соблюдает пост? Это страшно не соблюдать пост. Что такое пост? Это воздержание, прежде всего. И я не знаю такой религии, в которой бы не было постов, наверное, их и не существует. А мы опять возвращаемся с вами к тому, с чего начали. Человек не может доверять собственной природе. Иногда бывает, что тело берет верх над разумом. Ну, мы часто называем это аффектными состояниями. Да? В состоянии аффекта человек может натворить что-нибудь. А если человек живет в состоянии аффекта, то есть удовлетворяет телесные потребности, а духовными пренебрегает, это чревато очень серьезными проблемами. И внутренними для самого человека, и для общества, в котором он живет. И поэтому уже с давних пор для того, чтобы взять, как это говорят в народе, себя в руки, существует воздержание. И воздержанию, самое древнее, то, что мы называем воздержанием, это воздержание в среду и в пятницу. Это самые древние посты. Вот мы с вами говорили о многодневных, но они появились на каком-то историческом этапе. А самыми древними были среда и пятница. В среду Иуда предал Христа, а в пятницу его распяли. Совершенно верно. В связи с этим пост древний или первоначальный — это полное воздержание от еды. Именно о таком воздержании говорит нам Евангелие. Сегодня, вы знаете, вот эта пищевая промышленность нам предлагает такие условия для поста, что мы с вами можем, и не вкушая мяса, молока, как бы и мясные продукты видеть на столе, и все что угодно, и соевый сыр, и соевую сметану, и какие угодно иные. Это, вы знаете, немного иной подход. В древности люди полностью воздерживались от еды на протяжении всего дня. Вот это и был пост. Это не то, что мы себе позволяем. И говорить о том, что мы сегодня по этому образцу совершаем пост, это было бы в корне неверно. Святые отцы говорят о том, что самое главное в пост — это покаяние. А что такое покаяние? Покаяние происходит от греческого слова метания, мета и нус, что означает перемену сознания, новый взгляд, иной взгляд, ну, буквально перевернутое на 180 градусов сознание. То есть буквально это изменение взгляда на жизнь, на самого себя, на окружающий мир. Вот что такое на самом деле покаяние, не просто эмоциональное переживание по поводу того или иного события. Почему мы часто жалуемся на то, что приходим на исповедь и каемся в одних и тех же грехах? Потому что покаяние неполное. Если ты действительно изменил свой взгляд, то это, конечно, отображается и на образе твоей жизни и поведения. А то ты просто пережил некое эмоциональное переживание, которое мы называем раскаянием. Раскаяние и покаяние, да, немного разные очень вещи. четко градация проходит. Петр, есть два персонажа в Евангелии, Петр апостол и Иуда. Апостол Петр, перед тем, как Господь идет в Иерусалим, говорит ему: ты идешь на смерть, мы пойдем с тобой, мы умрем, я умру ради тебя, и произносит еще какие-то там слова. Да, то есть я за тебя. Господь смотрит на него и говорит: трижды не пропоет петух, как ты отречешься от меня. Ну что вы, Петр там раздирает свои одежды. Иуда ничего не говорит, он следует за Христом, но внутри себя он уже решил предать своего учителя и за 30 серебряников продает его. И дальше Писание говорит вот о чем. Когда он увидел, что он натворил, раскаялся Иуда, пошел и удавился.
То есть у Иуды были политические взгляды и виды, связанные с перспективой Мессии в Израиле. Мессия должен был прийти, освободить народ от римского ига, то есть вот это такое национально-освободительное движение возглавить, дать свободу, дать экономическую безопасность, благоденствие. И когда он увидел, что ничего этого не происходит, он раскаялся, бросил деньги, пошел и повесился. А Петр, в отличие от него, Он покаялся. услышал второй раз голос кричащего петуха, да, как он кукарекает, вспомнил слова Христа, заплакал, дальше повествует Писание, и ушел прочь. И когда Христос после своего воскрешения, после Пасхи, мы тоже это празднуем, воскресенье после Пасхи, собрал учеников, он все время подчеркивает: соберите всех учеников и Петра, пойдите скажите ученикам и Петру. Каждый раз красной полосой выделяя Петра, что он обращает на него особое внимание. Как обращает мы особое внимание на ребенка, который что-то совершил, но которого мы все равно любим, независимо от того, что бы он там ни совершил. Всем другим, которые там, допустим, не совершили, и Петру. И когда встреча Петра и Христа происходит на берегу реки, Петр готовит рыбу, он спрашивает Петра: «Петр, сын Ионы, любишь ли меня?» И Петр говорит: «Да, Господи, люблю тебя». Второй раз спрашивает Господь: «Любишь ли ты меня?» Второй раз отвечает Петр: «Люблю тебя». Третий раз спрашивает Господь: «Любишь ли меня?» И Петр внутри возмутился, что он 3 раза его спрашивает, и говорит: «Да, да, я люблю, ты знаешь». И Христос говорит: «Ты, когда был молод, шел, куда ходил. Когда постареешь, тебя поведут туда, куда ты не хочешь». Но он восстанавливает его в апостольском служении, но в то же время предсказывает ему смерть, которую он умрет. Когда мы читаем это на русском языке, мы не понимаем этого диалога. Почему он трижды задает этот вопрос? И почему Петр в последний раз, 3-й раз, отвечая Господу, он возмущается всем своим духом, и как, возмущается, смущается. И говорит: «Ты же знаешь, что люблю тебя». Но когда мы читаем это в подлиннике, то дважды и трижды упоминая глагол «любить», бытописатель, то есть Иоанн Богослов, использует разные глаголы. Когда Христос задает Петру вопрос: «Петр, любишь ли меня?», он использует глагол «агапи», который означает жертвенную любовь, готовность отдать свою жизнь. Не просто любить эмоционально, а отдать свою жизнь. Когда Петр отвечает ему: «Да, Господи», он использует глагол «филео». То есть в диалоге, на самом деле, диалог звучит так. Христос после того, как Петр предал его, спрашивает его: «Ты готов отдать за меня жизнь?» Петр говорит: «Я имею к тебе просто дружеское влечение». Ну, теперь я это понимаю. Да, когда я тебя предал, он смущен. Я имею к тебе просто дружеское. Второй раз он спрашивает: «Ты готов отдать за меня жизнь?» И Петр второй раз отвечает: «Я имею только мы просто друзья». И 3-й раз задает он. И вот Петру это очень неудобно, потому что он глубоко переживает изменение своего отношения ко Христу. И он говорит: «Господи, ты же видел, как я тебя предал?» Вот в чем заключается этот его ответ. «Ты же видел, что у меня просто к тебе дружеское отношение, поэтому в ту ночь я тебя предал». Христос, самое главное, чтобы человек познал самого себя. Петр себя познал, он понял несовершенство своих сил, он понял, что на себя полагаться нельзя. Когда ты раздираешь и говоришь, я за кого-то дам жизнь, это иногда пустые слова. И Христос восстанавливает его в апостольстве и предрекает, что когда ты был молодой, ты ходил куда хотел, но когда ты постареешь, тебя поведут куда ты не хочешь. То есть ты отдашь за меня жизнь. Твоя любовь будет полной и совершенной. Вот это мы тоже вспоминаем после Пасхи. И
Великим постом самое главное заключается именно такое внутреннее изменение взгляда, такое полное покаяние, которое вот касается самых глубин человеческой души. Когда мы читаем вот эти все Великим постом молитвы, которые тут, то там говорится о том, ну, душа моя, ты, вот прям так и обращается, ты жила, как животное, потакая своим страстям. Неужели ты не захочешь измениться и пожить перед Всевышним, как того подобает? Спасибо большое. Вас было очень интересно слушать. Я надеюсь, что пост для многих станет возможностью, как вы сказали, познать себя, изменить себя. В этом смысле вера очень помогает и стать лучше. Спасибо, Анна, совершенно верно. И мне хочется пожелать, чтобы мы подготовились достойно за этот Великий пост, чтобы глубина нашего покаяния была настоящей, сильной, глубокой, и чтобы Пасху мы встретили все единым духом, едиными устами, пропевая вот тот самый гимн, с которого вы начали. «Христос воскрес из мертвых, поправ смертью смерть, и тем, кто находится во гробах, даровав жизнь вечную». Аминь. Спасибо.